хотела бы предоставить слово уважаемому Ритасу Купчинскасу, нашему другу и соратнику, который много лет был членом литовского парламента, 4 каденции, кажется. И он все эти 4 каденции был председателем группы депутатов по поддержке Чеченской Республики Ичкерия, чеченской независимости, чеченского народа. Сейчас, несмотря на то, что он не является членом парламента, тем не менее, он продолжает работу, поддерживает нас. И еще одну деталь хотела бы сообщить. Он награжден высшей наградой Чеченской Республики Ичкерия ОМОН-Си. Может быть, не все это знают. Пожалуйста, уважаемый Ритас. Спасибо, Минат, и спасибо Ахмеду, спасибо всем участникам конференции. Я очень взволнован, что вы пригласили меня на эту важную международную конференцию. И, кажется, много мыслей приходит в голову после этих многих событий, в котором пришлось участвовать. Ну, я думаю, если говорить о величественном человеке Чечении, Джохаре Дудаеве, то я сперва думаю не только как он гуманный человек, но тоже он был великий военный руководитель. Так сопротивляться и победить русскую армию, которая вошла в 1994 году в независимую Чечению, и какими тактическими средствами и, конечно, героизмом чеченцев. Но я вспоминаю, когда мы с группой, которые были в ОБСЕ, которые были в выборах парламента Чечении и выборах президента Чечении, мы тогда и Альгирдас Эндрюкайтис, и Альгирдас Патацкас, и Озолас, Ромальдас Озолас, председатель Конституционного суда, были в гостях Залимхана Яндарбиева, который сказал, что мы победили. И эта победа, конечно, можно гордиться. И хотя много жертв очень, много погибли, и в том числе не только военные Чечении, но и множество детей и старшего возраста людей. И много других жертв чеченского народа. Но все-таки, если говорить, вот я согласен со всеми выступающими, что Запад все-таки не может понять, вот, глубоко понять, что случилось в Чечении. Даже у нас все-таки нужно сказать, что когда началась в 1994-м агрессия против Чечении, это была тоже новая колониальная война. Новая колониальная, которую в России уже многие сотен лет осуществляли. И мне вот такая приходит мысль. Да, многие считают Ельцина демократами, но все-таки он издал приказ начать войну против Чечении. Он издал приказ о уничтожении чеченского народа, об уничтожении президента Джохара Дудаева. Так и это нужно понять, и я вполне согласен, когда говорили, что пришла новая фашистская хунта в руководство России. И демократы отступили практически, и Запад, которые хотели все-таки, Россия будет, наверное, демократична, но все-таки этого факта не произошло. И очень трудно
и чеченскому народу, и особенно и правительству экзилии с премьером Ахмедом Закаевым очень трудно бороться за то, что вся общественность мира понимала какую трагедию чеченского народа, и что с российской агрессией, с российским империализмом чеченский народ стоит впереди. Да, конечно, и литовский народ много лет боролся за свою независимость, но такую трагедию, которая получилась, и которой виновен российский империалист с чеченским народом, не каждый народ чувствует это. И мне кажется, это чеченского государства восстановление, это восстановление государства для всего гуманистического мира нашей планеты. И я думаю, что вопрос о независимости и свободе чеченского народа как-то должна воспринимать все правительства нашей планеты, а не так, как практически коллаборировать с нынешним руководством. Я вполне согласен с всеми мыслями, которые высказаны этой конференции. Спасибо вам, что пригласили. Свобода чеченскому народу и за чеченское восстановление чеченского государства. Я верю в это. Спасибо очень. Спасибо большое, уважаемый Ритас. Надеюсь, у нас еще будут конференции, мы будем продолжать работу. У меня есть надежда, что вы будете снова членом Сейма Литовской Республики и продолжим работу в этом направлении. Спасибо. Спасибо, Рита. Спасибо, дорогой. Аминат, я предлагаю следующий депутатский срок Ритаса, чтобы он вошел. Гражданство у него практически уже есть, так как он кавалер ордена ОМОН-Си. Следующие выборы парламентские он должен принять обязательно участие в чеченском парламенте. И я уверен и очень хочу, чтобы это произошло. Спасибо, Ахмед. Да, Мала. Спасибо, было дорогой. Очень Спасибо. хорошо. Теперь я хотела бы представить вам нового нашего гостя, который впервые участвует в наших конференциях. Это депутат Рижской думы, бывший член Сейма Латвийской Республики Эйнарс Целинскис. Пожалуйста. И я еще хотела бы сказать, что он один из тех, кто инициировал название улицы имени Джохара Дудаева в Риге. Пожалуйста, слово вам, уважаемый Эйнарс. Спасибо, глубоко уважаемый Аминат, глубоко уважаемые участники конференции. Я сегодня увидел многих людей, практически легендарных людей, о которых я много слышал, а сейчас нахожусь, хотя бы не в одной конференции физически, но все-таки. Действительно, да, я был членом Рижской думы, когда мы приняли решение об именовании улицы Джохара Дудаева. Мне тоже посчастливилось быть членом парламента, когда Латвия обрела независимость, и потом еще несколько раз. И сейчас получилось, что я опять член Рижской думы. И что я могу сказать? Российская империя в прошлом веке дважды коллапсировала, развалилась в 1917 году и в 1991 году. И оба раза Латвийская республика после этого обрела независимость.
и Чеченская республика так не посчастливилась. Но Чеченская республика, я надеюсь, будет независимой опять. И это произойдет, скорее всего, тогда, когда Российская империя опять развалится, может быть, не навсегда, может быть, на время, но это будет та возможность, которой Чеченская республика сможет обрести независимость опять. Мы не можем сказать, когда это случится, может быть, когда умрет Путин или что-то другое произойдет. И, кстати, в 1991 году, когда развалился Советский Союз после путча, в общем-то, никто не предвидел, что это случится так скоро, так быстро. И я думаю, что это случится еще раз. И тогда и Украина обретет все свои сейчас временно оккупированные территории, а также как и Грузия получит обратно свои территории. Это будет время, когда чеченский народ тоже обретет свою независимость. И я могу только надеяться, что это произойдет по возможности скорее. Мы не можем предвидеть только, как это случится. Но когда это будет, я думаю, балтийские страны будет, как это когда-то было, мы будем помогать и прийти с нашим опытом строительства государства, если вы примете. И я думаю, спасибо еще раз. Немножко уже трудно говорить на русском языке, не так уж часто приходится, так что извините, может быть, не такой складный русский язык. И еще раз спасибо за приглашение. И я услышал очень интересных людей сегодня. Спасибо вам. Спасибо вам, уважаемый Эйнарс, за то, что вы приняли участие в нашей конференции, за то, что есть улица имени Джохара Дудаева в Риге, за то, что в Латвии есть как он сказал, помогать сразу, я больше ничего не услышал. Спасибо большое. И надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. Теперь я хотела бы дать слово, если он желает, конечно, Алимпаше Салтыханову. Это вице-председатель правительства Чеченской республики Ичкерия, который действует в настоящее время за рубежом. Пожалуйста, уважаемый Алимпаш. Алимпаша, по-моему, отключился. Отключился? Да, присоединиться, наверное. Я не отключился, слышишь? Ага. Слышим, но все, тебя не видно, но слышно. Слышно меня? Да, Ага, да. уже да. Добрый день, приветствую всех участников этой замечательной конференции. Конференции памяти великого сына чеченского народа Джохара Дудаева, первого президента. Я являюсь, что немного ознакомлю наших собеседников, я являюсь как бы человеком следующего поколения за Джохаром Дудаевым, Ахмедом Закаевым, уважаемых наших Сайтамина, Амина. Но все наши начинания, все труды наших предшественников, наших старших, мы, люди нового поколения,
Мы вышли на зов свободы, озвученным именно Джоаром Дудаевым. Мы услышали его зов в то время, когда российская армия в 1994 году напала на нашу родину. И мы следовали за нашими лидерами, были полны уверены, без никаких сомнений, что за люди ведут нас на смертельный бой с этим фашистским режимом, скажем так, оккупантами. Но я сегодня хотел бы сказать, что именно вот участников конференции, про участников сегодняшней конференции и вашу оценку я хотел бы на этом сосредоточить свое короткое слово. Во все времена события или оцениваются люди ихними современниками. И какие это современники? На каких современников удается, опираются историки в последующем, как делается эта оценка того или иного лица, лидера или ситуации, в которой описывается для будущих поколений. Эту оценку дают современники этому человеку. И сегодня присутствующие здесь люди, да, именно в этой конференции, участники нашей конференции, многие из них были непосредственно знакомы с Джоаром Дудаевым, были его личными соратниками по политике, по оружию. И кто эти люди, на которых будут делать ссылки историки впоследствии? И какие эти люди сами должны быть из числа честнейших и достойнейших людей. Только их оценка принимается историками. И сегодня, вот, я думаю, у Джоара было бы еще, конечно, тысячи таких же людей, но оценка его деятельности, его труда, его жизни и гибели, которую сегодня здесь я слышу, это конечно, это неповторимо, незаменимо. И то, что делает сегодня, например, наш уважаемый Лачин, документирует вот, то, что эту конференцию, это останется в памяти и передастся нашим поколениям. В связи с этим я опять приношу вам огромную благодарность всем и спасибо вам огромное. А Джоар, как вы все сказали, символ нашей свободы, нашей независимости, нашей государственности. И мы, новое поколение, которое идет за вами, я думаю, и тех, которых мы воспитываем, еще у нас, конечно же, мы воспитываем следующее поколение, которое идет уже за нами. Многие из них в нашем главном государственном органе сейчас находятся, мы их воспитываем, учим. Все это передастся, все им останется в наследстве. И Чечня, и весь мир, я думаю, будет свободен от этого российского фашистского режима. Огромная благодарность, спасибо. Спасибо. Сейчас я хотела бы дать слово нашему другу из Германии, Экихарту Маасу. Этот человек для чеченцев сделал очень многое. Те люди, те чеченцы, беженцы, которые попали в Германию, конечно, сталкивались со многими проблемами, и социальными, и
и прочими. И эти проблемы постоянно направлялись в адрес Экихарда Мааса. И он их решал. И до сих пор решает. Он создал общество, Германо-Кавказское общество, руководителем которого он является. И эта организация занимается, можно сказать, если не кавказские проблемы, то уж чеченскими точно. Правозащитник, литератор, Хватит на меня, дай слово, да? Музыкант. Я хочу представить, не все знают вас, дорогой Экихард. Вам слово. Я тоже вас всех приветствую на этой конференции. Аминат, Экихард, а я продолжу его представлять. Да. Немножко еще. Он у нас является кавалером ордена Оман-Си, честь нации. Он у нас является почетным консулом Чеченской республики Ичкерия в Германии. И он является нашим личным другом всех чеченцев. Говори, дорогой Экихард, говори. Спасибо. Я тоже вас всех приветствую. Как раз в этом году исполняется 25-летие моя организация немецко-кавказского общества. Когда я в 97 году, в конце февраля, начало марта, первый раз был в Чечне, я видел там памятник, который вы все знаете. Видно сейчас, да? Да. Это памятник из камнем, это бывших чеченских кладбищ, когда после депортации использовали для восстановления этой улицы и так дальше. И мне этот памятник очень сильно тронул. Я всегда, когда я вспоминаю Джохая Дудаева, я вижу перед мной вот этот памятник. Мы не плачем, мы не забудем, мы ничего не пропустим, если я правильно перевел на русский язык. Вы лучше меня это знаете. Вот с тех пор я очень сильно связан с историей чеченского народа и с многими вашими, которые здесь собрались на этой конференции. Я очень рад, что я могу быть с вами, потому что трагедия чеченского народа дала мне смысл своей жизни. Я знаю, что я это 25 бывших лет не зря жил. Я сейчас уже пишу книгу, а это 25 лет работы, это организация. И, к сожалению, все наши многие митинги, конференции, подиум дискуссии, встречи с депутатами Бундестага, с политиками, все наши статьи, которые мы писали, все наши интервью, они были без результата. Запад неадекватно реагировал на страшные военные преступления русской армии в Чечне, ни в первой войне, ни в второй войне, и ничего не сделали, чтобы остановить. Например, вот это бывший бундесканцлер Коль. Он же был обязан звонить своему другу, с которым он постоянно пошел в баню. Дорогой Борис, если ты убиваешь своих мирных населений, я с тобой больше не могу идти в баню. Останови это, мы тебе поможем в этом. Не сделали. Все молчали. Я могу сейчас, после этого 25 лет сказать, я должен сказать это, наша политическая работа не имела очень большой результат. Несмотря на это много что вы сделали. Но я могу сказать, что у меня был все-таки большой успех моей работы с тем, что я помогал конкретным чеченским беженцам, которые приехали в Германию после Первой войны, потом после Второй войны. Это самое для меня страшное время, когда пришли ко мне
вот эти жертвы страшных пыток, которые в жизни ты бы не представляешь, что с ними делали. Я даже не знаю, как это все сейчас вспоминать, потому что я сам травматизирован этих событиях. После этих бывших боевиков, больных, которые пришли, после этих жертв вот этой войны уже пришли матери, которые остались это без их мужей, вдовыми остались, которые приехали сюда своими это больными детьми, и которые должны сейчас здесь в Германию расправиться. Очень-очень много проблем это задались, и я могу сказать, в этой социальной конкретной работе я очень многим чеченцам мог помочь. И эту работу я продолжаю до сих пор. Как раз в эти дни вы не можете себе представить, вот, наше немецкое государство, которое сейчас имеет большие проблемы с Россией, из-за войны там в Грузии, из-за оккупации Крыма, из-за Украины, сейчас из-за Навального, и что есть, из убийства Зелимхана, Хангушвили, моего друга, в Берлине в 2019 году. Сейчас кончится скоро этот судебный процесс, и правительство Германии опять обязано на это как-нибудь реагировать, потому что этот государственный терроризм, когда ты уже убиваешь в чужих странах это людей, это уже начинали, вы все знаете, не надо мне все повторить, Литвиненко, там много было, там Умар Исраилова, там во Вену, потом Зелимхан, это Хангушвили, потом продолжались Валилия. И это надо же остановить, вот эта Россия. Но несмотря на эти проблемы с Путиным, сейчас наша МИД Германии, наши структуры, на Министерство юстиции, они продолжают выдать чеченских беженцев Русской Федерации. Не только Русской Федерации, они передадут им даже Чечню. Они знают, что упреки запрессированы в Чечне. Сейчас актуально одному чеченцу грозит вычет. Говорят, что у него было в кармане, когда его в 2017 году арестовали, были 3 грамма героина. Сейчас хотят этого почти 60-летнего отца 5 детей отдать в Россию. Я просто знаю вот эту конкретную работу, которую я сейчас продолжаю, она не окончена. Она покой мне не дает, потому что мне эту судьбы чеченских беженцев, они меня тронут. Я не могу отойти, пока я эту проблему не решу. Но есть новый руководитель русского отделения в нашем МИДе. У нас было сейчас 3 дня тому назад беседы. Я им объяснил, как вы можете сотрудничать с этим преступным режимом в Чечне и признать эти документы, эти упреки, которые они там фабрицировали. Это же позор для правового государства. Ну, борьба очень сложная, они бюрократы, они всегда говорят, да, мы должны вот это сотрудничество с Россией по этой сфере продолжаться и так дальше. Хорошо, я не могу сейчас долго вас говорить. Хорошо, что мы вспоминаем Джохара Дудаева. Как я сказал, вот этот памятник для меня символ его памятника. У меня тоже есть его книга, которую вы все знаете, да? Да. Это миллион первый. Да. К сожалению, нам не удалось это перевести на немецкий язык, как мне тоже не удалось свой веб-сайт, который дает очень, по-моему, неплохие информации о чеченском народе, да? Что мне не удалось с вами, чеченцами, хоть и перевести на русский язык. И тоже не мой прекрасный журнал, который мы тоже выставляли у Ахмеда Закаева в Лондоне. Было очень важно это перевести на русский язык. Если вы кого-то найдете, пришлите мне. Я вас очень-очень благодарю за то, что я мог здесь участвовать, что я могу быть с вами.
когда я сейчас посмотрел, когда я пишу эту книгу, я вспоминаю, сколько у нас были такие хорошие, теплые встречи там в Амстердаме, в Гааге, там в Брюсселе, в Антверпене. Это я не знаю, где еще. И это тоже очень-очень богатый часть своей жизни. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемый Экихард, за такую эмоциональную, такую красивую речь, за поддержку вашу, за ваши отношения, за вашу сердечную боль. Спасибо большое. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем сотрудничать. Конечно, я без вас я буду сиротом. Спасибо. Спасибо, Моя дорогой. семья. Спасибо. Сейчас я Мы, хочу передать... иншаллах, на зло Путину не дадим тебе осиротиться. Да. Спасибо, дорогой.